нас важно, как, при каких обстоятельствах гражданин Маматов погиб. Расследование Магомеда Маматова ведется в полном взаимодействии с Северной Осетией. Для выяснения обстоятельств подключат все силы и средства. Я искренне благодарю Республику Ингушетия и особенно ее главу за эту прекрасную гуманитарную инициативу, которая лучом света озарила лица сирийских детей. Расскажем о масштабной гуманитарной акции, проведенной нашим регионом в Сирии по поручению главы Республики Юнусбека Евкурова. Оксана хотела лезть смелее, чтобы ей больше веревки давал. Соответственно, если она сорвется, она бы больше падала. Мне было тяжело психологически. Испытания на время, скорость и выносливость в рамках чемпионата страны по альпинизму. Экстремалы преодолевают этап «Школа». Без печати, еще раз. Печать отсутствует. Бюллетень неустановленной формы. Не принимает вообще без печати. Теперь не подкопаться. В республику привезли 22 комплекса обработки избирательных бюллетеней нового поколения. Если утвердят новый порядок, автолюбителям придется снова сдавать практику и теорию. В России изучат возможность переэкзаменовки при замене водительских прав. Это новости 24. Здравствуйте. Ход расследования убийства жителя Ингушетии Магомеда Маматова, тело которого было обнаружено в Северной Осетии, станет темой отдельного координационного совещания Совета безопасности Ингушетии. Об этом заявил руководитель администрации главы республики Магомед Яндиев. Он отметил, что необходимо подключить все силы и средства для того, чтобы выяснить, как и при каких обстоятельствах Маматов погиб. Яндиев также добавил, что расследование ведется в полном взаимодействии с коллегами из Северной Осетии. По данному вопросу глава субъекта отдельно обратился к руководству Северной Осетии и в следственные органы, чтобы данный вопрос был расследован и взят под личный контроль. Такое поручение от имени главы поступило, поэтому я вас прошу, подключить все силы и средства для того, чтобы взять этот вопрос и как можно быстрее, чтобы продвигался процесс по расследованию данного преступления. Потому что для нас важно, как, при каких обстоятельствах гражданин Маматов погиб. В связи с этим я ставлю перед вами тоже задачу, чтобы вы внимательно, тщательно взяли этот вопрос на контроль. Напомню, Магомед Маматов без вести пропал в августе 2017 года. Сообщалось, что он выехал во Владикавказ за запчастями для своей автомашины и в тот же день бесследно пропал. Мужчина успел сообщить, что за ним следят люди на 3 автомобилях. А уже 17 января этого года обгоревший труп Маматова найден был в городе Беслане, Северной Осетии. В Сирии делегация Ингушетии при участии бойцов Ингушского батальона военной полиции и представителей сирийских государственных структур впервые провела масштабную акцию по раздаче гуманитарной помощи, доставленной из республики. Об этом в ходе встречи с Юнусбеком Евкуровым по возвращении из Арабской республики сообщил его советник-помощник Луа Юсеф. Также участником встречи стал председатель Российско-турецкого делового совета Ахмед Паланкоев. Около 15 тонн гуманитарной помощи получили сироты и дети из неполных семей из рук бойцов батальона Ингушской военной полиции. Для такого повода в самом сердце Сирии, Дамаске, организовали праздничное мероприятие, куда приехали тысячи человек. Спортивный зал в столице Сирии был забит до отказа. Сейчас мы работаем на местах вместе со всеми сирийскими благотворительными организациями без какого-либо исключения. Это мероприятие охватывает представителей всех групп сирийского общества. Наше участие не уникальное и не должно вызывать удивления.
В нашей стране мы привыкли собираться в качестве представителей всех конфессий на всех мероприятиях, радостных и печальных. Большое количество людей сегодня находится в районах Аль-Джармана и Аль-Дувейля, где были размещены многие перемещенные лица и беженцы, потерявшие свои дома в результате войны и кризиса. Мы занимаемся оказанием благотворительной помощи с благословения нашего духовного руководства для того, чтобы облегчить последствия этого кризиса, в первую очередь на психологическом уровне, а уж затем на материальном. Масштабную торжественную акцию по раздаче помощи от имени республики провели по поручению главы Ингушетии. Акция называлась «Чтобы вы улыбались». Привет из Ингушетии. Добрый день. Батальона военной полиции Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации уже больше года выполняет специальные задачи в зонах деэскалации по соблюдению режима перемирия. И сегодня мы проводим гуманитарную акцию по раздаче гуманитарной помощи, собранную нашими земляками Республики Ингушетия. Надеюсь, что эта помощь, эта акция хоть мало окажет приятную новость или приятное ощущение тем людям, которые пострадали от войны, особенно дети. И хочу пожелать всему сирийскому народу счастья, здоровья и дружбы, единства. И мы, я думаю, и впредь будем оказывать такие акции, поддерживать братский сирийский народ. В акции приняли участие 40 бойцов батальона Ингушской военной полиции, которые проходят службу в Сирии, представители посольства России, представители сирийских государственных структур и неправительственных организаций. Я искренне благодарю Республику Ингушетия и особенно ее главу за эту прекрасную гуманитарную инициативу, которая лучом света озарила лица сирийских детей, подарила им улыбки и надежду. Эти дети претерпели многие страдания, которые принесла им эта ужасная война. Всего гуманитарную помощь от жителей Ингушетии получили около 1000 сирийских детей и их семей. Каждый ребенок получил учебники, портфель для школы, конфеты и печенье, а семьи погибших военнослужащих сирийской армии получили продукты первой необходимости. Это очень важно для нас. Мы рассчитываем на то, что это мероприятие не станет последним. Полагаю, что мы станем свидетелями других благотворительных мероприятий в других городах страны. Мы сотрудничаем абсолютно со всеми организациями без какого-либо исключения. После завершения акции в зале звучало много слов благодарности за оказанную помощь от родителей детей и от представителей государственных структур Сирии. Стоит отметить, что жители Ингушетии помогают гражданам Сирийской республики не впервые. Переданная сегодня гуманитарная помощь стала 5-й по счету. Светлана Томова, Муслим Ганиев, Новости 24. Подробный материал о проведенной гуманитарной акции в Сирии смотрите на нашем канале на следующей неделе. Следите за эфиром. Не посещать сомнительные сайты, не забивать свою голову пустыми интересами призывали на встречу в гимназии Карабулака. Именно последствиям от заблуждений, связанных с экстремистскими течениями, была посвящена беседа с учениками. Вразумить и предостеречь молодежь решили представители городской администрации и религиозные деятели. Залина Могушкова расскажет. Экстремизм, перетекающий в крайнюю форму терроризм, представляет угрозу мировой стабильности. Это зло забирает бесчисленное количество жизней и приносит только горе. Дети сами это понимают, но недостаточно подкрепленные знаниями, ребята порой поддаются заблуждениям. Показать, где правда, и помочь не заблудиться – вот главная цель таких встреч. Давод и дальше все, я биография, черное пятно еще на всю жизнь, не только вы, но и ваша семья, ваши сестры, братья, все будут под колпаком. Шей валхой, шей волжево, шей гыргылсак, хатсня от вот ан шен фитыч, ценролик баргейч. Шун мастер вети, тахан вар соцвичу цены, из ваш соцвой цен, это был арж дух нах соцбушван ваш.
Ребят призывают не посещать сомнительные сайты, не закачивать в свои мобильные устройства информацию экстремистского характера. Если все же получили такое сообщение, следует просто удалить или сообщить в соответствующие структуры. В подобном вопросе Диана Барханоева считает, что родители должны постоянно контролировать нахождение своих детей в интернете. Ведь важно знать, где и с кем они проводят время не только в реальности, но и в виртуальности. Родители Дианы, к примеру, так и поступают, и это ее нисколько не смущает. Мама урок جاي عياش جاي إيش إنترنت جا عشان نوقس تلدسون إنترنت سألي أصدق هيك مامك إيش متشحشوا مسخن هيج ماما. Школьникам советуют направлять энергию в правильное созидательное русло, сделать что-то полезное для общества, прославлять свою республику и семью спортивными или любыми другими достижениями. Ибрагим Чахкиев, тренер по дзюдо и самбо в местном физкультурном оздоровительном комплексе, пригласил всех желающих ребят к себе на занятия. Тренер также рассказал об успехах своих учеников. Многие и сейчас здесь ребята, наверное, сидят, которые занимаются у нас в хоккее. И Северокавказский федеральный округ, и всероссийские турниры, международные турниры. Масна, да, позавчера Кубок Европы у нас боролся, Течоев Али. Часыгов Исмаил, вы тоже знаете, наверное, победитель Олимпийского фестиваля, чемпион Европы, за Кубок мира, результаты же. Вот Адам у нас по боевому самбо выполнил нормативы мастера спорта по боевому самбо. Как правило, в силу своего возраста молодым людям свойственны максимализм и неустойчивость мировоззрения, которые при определенных жизненных условиях могут быть использованы идеологами в своих корыстных целях. Причем радикалам доступны все средства, в том числе и внушение того, что им необходимо. Поэтому поверхностный подход, особенно в отношении религии, может привести только к негативным последствиям. Вам могут одно и то же говорить по-разному, и последствия этого могут быть абсолютно разными. Большая просьба зрить корень тому, чего вам говорят. Это очень важно. Здесь также говорят о том, что каждый из ребят не предоставлен самому себе. У них есть определенные обязательства перед старшими и младшими в том числе. Они должны стать опорой для своих родителей, которые воспитали их и вырастили. Залина Магушкова, Ахмед Горбаков, Новости 24. Программирование, установка осветительного оборудования, разработка нового турпродукта или маршрута и другие умения демонстрировались сегодня на региональном этапе чемпионата молодых профессионалов. WorldSkills выявляет лучших, мозговитых и самых рукастых. Это, по сути, альтернатива кузнице кадров среднего звена. О том, как прошел третий день соревнований, расскажет наш корреспондент Жаридат Халухоева. Спасательное и сварочное направление, мода, дизайн и кладка кирпичей. Уже третий день юные таланты из всех СУЗов региона демонстрируют экспертам свои навыки по 10 профессиональным компетенциям. Ибрагим Дарсигов, будучи студентом топливо-энергетического колледжа, выбрал электромонтаж. Он занимается монтажом электрощита. В данном случае я собрал щит для двигателя. Это новые технологии, счетчик, отсюда идет вот. Здесь 3 фазы. Схему нам объясняли, и мы в процессе работы ее соединяем. Конкурс профессий здесь ведется по 3 направлениям: установка осветительного оборудования, установка насосной станции и программирование. На каждый этап участникам отводится определенное время, по истечению которого нужно представить готовую работу экспертам. Поиск неисправности ребята уже выполнили. Программирование они будут выполнять после того, как закончат первый модуль монтажа. А он рассчитан на 3 дня, поэтому они до сих пор занимаются именно монтажом. Есть разработанные специальные критерии оценки. Там 174 аспекта в этих критериях оценки. В данном задании максимальный балл — это 87 баллов. И по этим критериям будем оценивать участников. А вот сварщикам приходится показывать свои умения по 4 направлениям: ручная, дуговая, полуавтоматическая, газовая и аргонная сварка. По словам экспертов, модуль этой компетенции очень сложный. Справиться с этим заданием может не каждый специалист. Но несмотря на это, ребята вполне неплохо справляются, учитывая, что работать приходится на новом, незнакомом оборудовании. Наши ребята, практически они его видели впервые в день чемпионата. Но за какие-то пару часов ребята быстренько освоили все пульт управления и очень хорошо начали работать. Вот как видите, работы идут налаженно, всеми материалами они обеспечены.
всем наглядным пособием обеспечены, инструктажи проведены. И наши ребята, эксперты, которые работают со мной, мои эксперты успешно выполняют контроль над ними, помогают ребятам, когда им надо будет. Я вообще не работал с этой аппаратурой. Первый раз только. Аппаратура сама очень хорошая, работает хорошо. Собираем модуль дуговой сваркой. Пока трудно очень. А в это время ребята с туристического направления строят новые маршруты для иногородних туристов, включая все предпочтения заказчика относительно бронирования номеров и осмотра достопримечательностей. Для разработки нового турпродукта выбрали заснеженные горы родного края, в частности курорта Арымхи. Разрабатываем туристический проект Находим туристам отели, разрабатываем туристическую программу, как они будут отдыхать. Если задание дано Арымхи, разрабатываем, где отдыхают, как отдыхают, питание, проживание, все. И все это представляем в виде презентации. Как и в других направлениях, конкурсанты работают в несколько этапов. После защиты лучшие проекты будут переданы в Комтуризм Республики для дальнейшей реализации. Мы выбрали Республику Ингушетия и приурочили этот продукт к 1 марта, к вашему традиционному празднованию Дня Джигита. И предложили ребятам разработать маршрут с элементами интерактивной программы для школьников. А следующий модуль это будет спецзадание, тоже будет связан с Республикой Ингушетия. Открыть тайну пока не могу, чтобы не нарушить объективность, субъективность оценок. Итак, в таком режиме мы работали 2 предыдущих дня. Ребята делали у нас, разрабатывали маршруты по заказам клиента по созданным ситуациям и подбирали готовые пакетные туры тоже по заказу клиента. Веб-дизайн, моделирование, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 5-й региональный чемпионат объединил 10 рабочих профессий, 75 студентов, 70 экспертов и сотни волонтеров. Здесь также проводят экскурсии для школьников. Учащиеся смогли наглядно увидеть процесс выполнения конкурсных заданий. Используются также разные виды швов. Пространственное положение, то есть вот они сейчас вот в таком положении делают сварку вертикальные, горизонтальные, наклонные, потолочные. И вот все швы используют, это создано специально для того, чтобы усложнить работу конкурсанта. Оценка результатов конкурса проводится с помощью автоматической системы, разработанной международной компанией WorldSkills. Имена победителей будут известны завтра. Они будут представлять Ингушетию на федеральном уровне в всероссийском этапе чемпионата. Райдат Холухоева, Адам Далаков, Новости 24. Стали известны имена российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. В окончательный список участников соревнований вошли 169 человек. Главные надежды на золото связаны с фигурным катанием. В этом виде спорта за звание лучшего будут бороться Евгения Медведева и Алина Загитова. Последняя в этом сезоне дебютировала среди взрослых и пока только побеждает. На этапах и финале Гран-при, чемпионате России, а теперь и чемпионате Европы. Путевку на Олимпиаду получил и 18-летний российский фигурист Дмитрий Алиев, который также стал серебряным чемпионом Европы. В биатлоне оба состава лишились лидеров Антона Шипулина и Екатерины Юрловой. Поведет за собой сборную Антон Бабиков, победитель этапа Кубка мира и действующий чемпион мира в эстафете. Правда, мужскую и женскую эстафеты придется пропустить из-за недобора. 4 из российских биатлонистов набирается только в смешанной эстафете, где можно будет поболеть за Акимову, Кайшеву, Елисеева и Бабикова. Большинство лучших и сильнейших спортсменов, которые могли бы привезти из Южной Кореи медали, в список участников Олимпиады не попали. Сегодня в Джейракском районе альпинисты боролись за право первыми выбрать дальнейшие маршруты восхождения. Прежде чем начать покорять гору Гайкомт, участники чемпионата страны по альпинизму взбираются на скальный массив Кавдоламита. На покорение маршрута на этапе школа дается час. Репортаж Саида Куштова. Выше гор могут быть только альпинисты. Проверив свое снаряжение, Тихон Штакельберг в связке со своей супругой Оксаной готов начать восхождение. Старт дан. Проверили там со страховкой? Нет, осторожно, но уверенно с начала восхождения начинает Тихон. Внизу его подстраховывает Оксана. Семейная пара из Санкт-Петербурга открывает соревнования на этапе школа. За альпинистами внимательно наблюдает судья. А тренер то и дело подбадривает свою команду и дает наставления. Отлично, Оксана, отлично!
В связке 2 человека. Первый поднимается до середины маршрута, по пути зацепляя страховочный канат с колбами, чтобы затем уже напарник смог по нему подняться. Контрольная точка достигнута, и альпинистка начинает восхождение. Через полчаса маршрут пройден. Стоп! Оксана альпинизмом занимается уже 15 лет, а Тихон всего 5. Познакомились несколько лет назад на таких же соревнованиях. С тех пор в одной команде в альпинизме и в жизни. Очередной маршрут они проходят за 1 час и 24 минуты. Тихон делится. Подниматься совсем не тяжело, только Оксана все время старалась взять инициативу на себя. Вот сейчас, например, Оксана хотела лезть смелее, чтобы ей больше веревки давал. Соответственно, если она сорвется, она бы больше падала. Мне было тяжело психологически своей жене выдавать больше веревки. Хотелось ее плотнее держать, чтобы она не так сильно падала. Может, из-за этого мы больше проигрываем. Второй стартует команда из Красноярска. Ребята делятся, настроены позитивно. Маршрут довольно интересный и надеются на хороший результат. Школа, вот этот первый этап. Трасса довольно простая, она идет на скорость. То есть здесь каких-то таких нюансов не должно быть. Только вопрос слаженности команды, слаженности связки, насколько она взаимодействует, насколько участники между собой находят эти моменты. Скальный массив Кавдаламид в рамках чемпионата штурмуют 12 команд. На покорение маршрута на этапе школы альпинистам дается час. В зависимости от результатов распределяют и места. Главное, насколько быстро команды пройдут свои маршруты. Зависит по времени, насколько он быстро поднимется по этому маршруту. Маршрут, в принципе, 6-й категории сложности по нашей классификации. И благодаря результатам этой, мы называем это школа, скальная школа. Благодаря результатам этой школы команды определяют свои места для выбора маршрутов на основном объекте восхождения Гайкомди наверху, который находится в 3000-ник. И потом уже они будут ходить 2 зачетных маршрута для того, чтобы определить занимаемые места в чемпионате. Эти 2 дня команды будут покорять Кавдаламид. Кто быстрее всех пройдет свой маршрут, смогут уже сами выбрать следующие пути для восхождения на гору Гайкомд. Основной этап чемпионата пройдет именно на этом массиве с 28 января. Саид Куштагапур, Чахкиев, Новости 24. В Фонде социального страхования подписали соглашение о взаимодействии отделения фонда и уполномоченного по правам человека в Ингушетии. Главная цель – создание эффективного механизма взаимодействия сторон по вопросам защиты прав человека, выявления, устранения и предупреждения их нарушений в пределах своей компетенции. Надо отметить, что именно работа защиты прав застрахованных лиц – это защита прав одной из самых уязвимых частей нашего общества. Это инвалиды, это нетрудоспособные, это матери, которые осуществляют уход за своими детьми и так далее. И вот в этом плане я хотел бы отметить, что именно нынешний руководитель Белхороев Якуб Курейшевич, с его приходом у нас качественно изменилось взаимодействие. Каждое обращение, каждое заявление, оно на качественном, на высоком уровне рассматривается, и всевозможная помощь и поддержка оказывается фондом именно этой категории населения. Также в рамках этого соглашения Джамбулат Аздоев за весомый вклад в дело защиты прав граждан, активное участие в развитии, взаимодействии и сотрудничестве в области прав человека наградил медалью за защиту прав человека руководителя ФСС Якуба Белхороева. По итогам 2017 года номинация, связанная с исполнением должностных обязанностей, экспертный совет при уполномоченном по правам человека рассмотрел несколько кандидатур, и большинство единогласно остановилось на кандидатуре Белхороевой. Награда ведомственная за защиту прав человека, медаль называется, наградили Якуба Курейшевича. Уходом вас на работу улучшилась у нас в республике обстановка. Вам тоже большое спасибо за плодотворный труд, за проделанную работу, вашему коллективу, нашему главе. Так что вы все делаете, чтобы защитить права человека. Спасибо большое. Со своей стороны я оправдаю доверие в администрации. Сегодня в республику привезли 22 КОИБа-2017. Это комплексы обработки избирательных бюллетеней нового поколения. Аппараты имеют множество преимуществ. Например, теперь членам избирательных участков не придется тратить несколько часов на подсчет голосов. Система сделает это за них. С новыми технологиями ознакомилась моя коллега Мария Мистоева.
КАИП-2017 установят на самых крупных избирательных участках республики. Аналогов в этой системе нет. Среди прочих преимуществ комплекса можно выделить время обработки бюллетеня. На все у аппарата уходит 3 секунды. И, что немаловажно, исключен человеческий фактор в подсчете голосов. Реализована технология голосового интерфейса, выдачи голосовых сообщений. Прием бюллетеней только по ширине бюллетеней. Далее имеется датчик, механизм идентификации подлинности бланков бюллетеней. Далее, чтобы не было возможности вброса бюллетеней, имеется в виду прием только одного бюллетеня. Разработкой и производством усовершенствованной системы занималась компания «Система интеграции сервис». Специалисты краснодарской фирмы и сегодня приехали в региональный избирком, чтобы проинструктировать членов УИКов и ТИКов, где и будут использоваться новые автоматические урны. Берется бюллетень, допустим, без печати. Опускаем его в КАИП. Сканер готов к работе. Соединение со вторым сканером установлено. Бюллетень неустановленной формы. Сейчас я громче сделаю. Без печати еще раз. Печать отсутствует. Бюллетень неустановленной формы. Он не принимает вообще без печати. Теперь бюллетень с отметкой в позиции 1. Опускаем и контролируем, как он его распознает. Печать номер 143. Позиция номер 1. Действительный бюллетень. Большинство избирательных участков располагаются в школах и в администрациях населенных пунктов. Именно их сотрудникам придется работать с КАИПом. Как признаются члены этих участков, такая система во много раз облегчит работу УИКа. Огромная нам помощь для участковых комиссий. Если раньше мы после завершения голосования подсчитывали голоса до поздней ночи, сейчас, имея такой аппарат замечательный, мы, во-первых, быстрее завершим работу, легче нам будет в плане того, что для участковых комиссий это большая помощь. Всего в республику завезли 22 таких комплекса. 21 будет установлен на разных избирательных участках, а один оставят на тот редкий случай, если один из КАИПов выйдет из строя. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают около 800 тысяч человек. Такова общая численность таможенников во всем мире. Российская таможенная служба, насчитывающая 68 тысяч человек, является одной из крупнейших. 26 января в 1953 году в столице Бельгии, Брюсселе, начала свою работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества. По сути, эту дату можно считать днем рождения Всемирной таможенной организации. Это праздник для тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с контрабандой, защите экономических интересов страны и созданию инфраструктуры современной таможенной службы. Сегодня в Малгобеке провели рейд на городском рынке. Проверили, как обстоят дела с ценами на аренду торговых точек. Напомню, аналогичную ревизию проводили накануне на центральном рынке Назрани, где, как выяснилось, процветают отработанные посреднические схемы. Подробнее Зарема Ивлоева. Этот рынок считается центральным. Купить здесь можно все, от продуктов питания до бытовых товаров и одежды. Заместитель мэра города Адам Хамхоев проводит рейд с целью узнать, как обстоят дела с арендой и есть ли жалобы по другим вопросам. Марина Ивлоева жалуется только на отсутствие покупателей. Все условия мы сейчас. Условия же мои, отсхоз я их говорится, работали, включить, масканы я их чисто. Вода в масках, фильм в масках должен. Все условия, которые нам нужны, то есть. Вот по арендной плате. 80 рублей за место. 80? Да, 80 рублей. Поднимали. Эти 80 рублей знаешь, что хоть? Охрана, уборка, тепло, вода. Несколько дней назад подобный рейд прошел на городском рынке в Назрани. Темой для проверок стала искусственно завышенная арендная плата. А все дело в так называемых перекупщиках. Находчивые бизнесмены выстроили целую систему получения легких денег. Посредники попросту арендовали магазины условно за 10 тысяч и пересдавали частным предпринимателям, завысив цену в 2 раза. Несложно догадаться, что из-за высокой аренды подскакивает и цена на весь товар. Так что выигрывали в этой финансовой пирамиде только посредники. Правда, в маленьком Малгобеке торгового бума не наблюдается. Многие точки просто пустуют. Поэтому и перекупать их втридорога никто не торопится. Сколько вы платите? 3000 за точку. 3000, да? Месяц.
месяц. Это в день получается 30, ну 40 рублей, да, где-то? 100 рублей. У нас договора 4 года тому назад составлены на 5 лет. Через 5 лет будем учить. Абу Батыжев на должности директора Малгобекского рынка уже 24 года. Уверяет, цены здесь фиксированные. В среднем арендаторы платят ежедневную плату. Это 80-100 рублей. И плюс ежемесячную выплату от 5 до 7 тысяч. Директор заверяет, что выше цен на этом рынке не было и не будет. С каждым днем все меньше становится продавцов. Повышать мы не собираемся. Наоборот, думаем задержать их этим, снизить арендную плату и задержать торгующих. Валентина Темникова – единственная травница на местном рынке. Геолог со стажем, уйдя на пенсию, сама собирает и сушит полезные растения. Женщина пользуется особыми льготами, поэтому ее арендная плата ограничивается 80 рублями в день. Я донор СССР. Я освобождена от всех оплат. Вот директор, пусть скажет. За место каждый день я плачу. А вот эти вот остальные, я донор СССР, меня освободили. Да. На территории рынка 2 крытых павильона – продуктовый и промышленный, а остальные предприниматели арендуют киоски или обходятся обычными открытыми прилавками. По 5 тысяч. По 5 тысяч на улице, да? Судьи где-то по 5. Выборочно прошли, и наблюдается такая позитивная ситуация. То есть у нас таковых поднятия цен за аренду мест не наблюдается. Цены начинаются лавироваться от 3000 и до 6000. Нету ни одного перекупщика, то есть нету посредников, нету напрямую директора рынка, они ему оплачивают, и все практически полрынка обошли, и нигде этого не наблюдается. Нет спроса, нет и предложений. Проблем с завышением арендной платы на Малгобекском рынке, как во всяком случае заверяют на камеру сами предприниматели, нет. Зарема Ивлоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Итоги служебной деятельности отделов СИН по республике за 2017 год подвели в ведомстве. Так было обеспечено поддержание законности и правопорядка, не допущено массовых беспорядков, захватов заложников, групповых эксцессов, сохранялась стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Предприняты меры по оборудованию дополнительных камерных площадей для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, отметили на встрече. Немало сделано для организации порядка в подведомственных учреждениях, в том числе и кадровые перестановки и усиление режима и надзора. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны и надзора приведено в соответствие требованиям закона. В рамках оперативно-розыскной деятельности в прошлом году установлено и задержано 19 фигурантов, находящихся в федеральном розыске. Также проведено 157 проверок обвиняемых, находящихся под домашним арестом. Подводя итоги заседания, приглашенные гости выразили сотрудникам благодарность за труд и пожелали успехов в их профессиональной деятельности. Наиболее отличившимся работникам за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей вручили ведомственные награды. В России изучают возможность переэкзаменовки при замене водительских прав. В стране это удостоверение меняют раз в 10 лет, а количество нововведений в правила дорожного движения и говорить не приходится. В итоге даже самые опытные водители не в силах разобраться в том, какая норма сейчас на дорогах действует и какая нет, и как себя вести в той или иной ситуации, рассказывает Ирина Цычуева. Если раньше для того, чтобы заменить права старые на новые, по истечению их срока было достаточно собрать перечень необходимых документов, то теперь, если утвердят новый порядок, автолюбителям придется снова сдавать практику и теорию. Вопрос сдачи практики – спорная инициатива ввести повторный экзамен для автолюбителей принадлежит Конгрессу автошкол России. По мнению авторов, водители, которые сейчас меняют права, получали в то время, когда автошколы не контролировались так, как это происходит в наши дни. Помимо прочего, ПДД постоянно меняются, поэтому предполагается проверять автолюбителей на знание актуальных правил. В свою очередь, многие автолюбители новыми правилами недовольны, ведь теоретические вопросы бывают двоякими, и даже опытный водитель может легко ошибиться, поэтому и мнения автолюбителей разделились. Я уже 20 с лишним лет за рулем, и ничего вроде не забываешь, и правила я знаю, и зачем с работы отнимать людей, чтобы пересдавать экзамены, медкомиссию проходить. Медкомиссию можно проходить, но правила сдавать, мне кажется, это излишне. Правильно, что Ицлацунда обновиться, да, каждый телефон мелдом обновиться, мандай ор зама сихуючу
обновиться начнет, ну, любой колдах лишь, маду. Сейчас при сдаче экзамена на получение прав будущему водителю надо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Допускаются 2 ошибки в разных тематических блоках. Если учащийся решает все эти 20 вопросов, значит ученик сдает экзамен. Естественно, если он не сможет ответить на один вопрос, то учащемуся дается еще дополнительно 5 минут и 5 вопросов именно с той темы. Вот ему надо за дополнительное время успеть правильно ответить Значит, это уже считается сдавший экзамен. Порядок получения прав тоже изменился. Просроченное водительское удостоверение будет выдаваться в МФЦ. Такая упрощенная процедура принята специально для удобства автолюбителей. Среди других изменений – ужесточение контроля за медицинскими справками, так как они обновляются каждые 10 лет, а за это время с водителем могло произойти все, что угодно. Рассматривается также предложение обязать автолюбителей носить с собой такую справку, чтобы инспекторы ГИБДД могли ее проверить. Так или иначе, в ГАИ не спешат с принятием новых правил, все нововведения пока только на уровне обсуждения. Рина Сычоева, Мухаммед Миржоев, Новости 24. Ну и напомню, в России изменен режим движения на перекрестках с круговым движением. Приоритет движения у водителей, движущихся по кругу. Суть новых поправок в ПДД проста. Круговой перекресток главный, если нет светофора и других знаков. Зелимхан Калоев подробнее. Водители обязаны уступать дорогу другой машине, которая движется по перекрестку. Цель принятия такого правила – повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрестках. К слову, с нововведением в ПДД многие автомобилисты уже знакомы. Они должны помочь. Раньше как было? Главная дорога, а на кругу, значит, надо уступать там, где равноправные дороги. Ну а теперь пришли к одному знаменателю, что одно мнение. Если на кругу, то значит уже находится транспорт, то ему надо уступать. Я считаю, это правильно. Однако не все разделяют мнение Ибрагима. Некоторые водители в новых правилах логики не видят. Владимир Голованов, к примеру, уверен, что эти изменения напротив запутают водителей. А пробки как были, так и будут. Мутят, никак не намутят. Люди к одному привыкают, и совсем потом другое получается. Ну, будем к этим привыкать, какая нам разница. Соблюдение ПДД – это требование закона и в первую очередь залог безопасности на дороге. Суть новых поправок в правилах дорожного движения проста. Круговой перекресток главный, если нет светофора и других знаков. Водители, которые заезжают на кольцевое движение, они должны уступить дорогу тем водителям, которые уже заехали на кольцевое движение. А раньше не так было. Раньше было как? Водитель едет по федеральной дороге, он получал приоритет, он мог бы сразу беспрепятственно проехать. И эти машины должны были уступить этим водителям, которые едут по федеральной дороге. А сейчас наоборот. Вместе с тем на дорогах республики появятся и соответствующие знаки для водителей. А в случае невыполнения требований ПДД уступить дорогу водителю, у которого есть преимущество при проезде перекрестков, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24. Первый микрорайон города Малгобек подключили к новой подстанции. Ранее его жители жаловались на тусклый свет в домах. Бытовая техника регулярно выходила из строя. Как теперь обстоят дела с энергоснабжением в частном секторе, проверили сотрудники МРСК «Ингушэнерго». Репортаж Микаила Тангиева. Специальным прибором мультиметром мастера проверяют напряжение электроэнергии, которая поступает в дом Мусы Курбанова. Семья живет в первом микрорайоне Малгобека уже 7 лет. Раньше, особенно по вечерам, напряжение в сетях заметно падало. Ни телевизор посмотреть, ни холодильник включить. Когда-то были какие-то перебои, но сейчас, в последнее время, у нас свет стабильно горит, напряжение, я думаю, нормальное. Все работает у нас. Светло теперь, как и ожидалось, и в соседних домах. Напряжение стабильно выдает 220 вольт. Элисановы вспоминают, раньше приходилось мучиться с тусклым светом, но с запуском новой подстанции они могут больше не опасаться, что техника выйдет из строя. Более-менее ярче стал свет, лучше работает, без всяких перенапряжений, без всяких проблем. А вот с приборами какие раньше проблемы были, может быть, они как-то выключались? Ну, как-то бывало, не хватало лампочки, перегорали от недостатка.
Приходилось всегда менять лампочки. Провода от новой подстанции тянутся и к 5-й Малгобекской школе. Здесь обучается более 700 детей. Дополнительные занятия у детей в основном начинаются после обеда, а зимой быстро темнеет. Учение в этом случае буквально зависит от света. Естественно, улучшилось освещение, качество этого освещения. Что это дает нам в школе? Конечно, во-первых, это выполнение всех требований Санпин, которые предъявляются по освещению для школы. Мы это качество ощущаем, мы чувствуем, что отключений стало меньше, обслуживание бесперебойное. Мощность новой подстанции 10 киловольт. Как распределяется электроэнергия по сетям, рассказал мастер РЭС города. Как мы видим, он идет на масляный выключатель на трансформатор. Трансформатор у нас 110 на 10 киловольт. С трансформатора идет на ячейки, который распределяет по фидерам, и с фидеров 10 киловольт идет у нас на население. На населении там стоят трансформаторы на городке. С 10 киловольт он понижает и на 0,4 киловольт и подает на потребителей. До сих пор первый микрорайон питался от старой подстанции, что вознесеновской мощностью 6 киловольт. Конечно, она не тянула такую большую нагрузку. Новую электростанцию запустили в декабре, и со своей задачей она полностью справляется. За счет того, что мы от этой подстанции построили линию электропередач 10 киловольт, до данного городка заменили трансформаторы 6 киловольт на 10, значит, провели комплекс мероприятий по реконструкции трансформаторных подстанций и сетей. Значит, данная нагрузка переведена на эту новую подстанцию. Аналогов этой подстанции на территории республики нет. Здесь качественно новое оборудование, значит, все дистанционно, все процессы управляются по зданию управления. На этом переподключение потребителей Малгобекского района не заканчивается. В ближайших планах у Ингурской энергетику подключить к новым подстанциям Малгобек-3 и Таргим линии электропередач Винарки, Сагапши и Псидахи с последующим переводом электростанции на напряжение в 10 киловольт. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Благотворительность с креативным подходом. В Нью-Йорке 27 команд из архитекторов и инженеров создают скульптуры из неоткрытых жестяных банок с консервами. Проводят выставку, а потом передают еду нуждающимся. Только в этом году планируют раздать 80 тысяч банок, которые накормят 45 тысяч семей. Ну а в общей сложности за все годы проведения конкурса организация передала нуждающимся свыше 22 миллионов килограмм еды. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.